Всем доброго утра. Начинается новый день. Новый завтрак. По старому рецепту. Ничего интересного, ничего нового мы не придумываем. Наша добрая традиционная яичница. На этот раз только Санек, съемка идет. Съемка идет. На этот раз она традиционно, как и вчера, будет жареная сосисками. Сосиски иначе пожарить надо. Да? Прежде чем яйца кидать. Точно? Санек сказал, сначала пожарить надо сосиски. Мы вчера наоборот... нет, мы вчера помидоры жарили сначала. Да. Тоже неправильно сделал. Все неправильно, да? Это было невкусно. Не, вкусно, но чуть-чуть неправильно. Сегодня, может, ты завтра готовить будешь? Легко. Только сейчас умоюсь. Да. Саня будет завтра готовить. Можно пока сосиску порезать? Да. Кубиками или квадратиками? Вдоль. Вдоль? А так? Так? Да пошутила я, конечно, кругляшками. Что-нибудь нарисуем. На улице у нас за бортом температура минус 2 градуса. Так и осталось было, да? Ну да. Ни туда, ни сюда. Полнолуние. Ну, посолить. Поперчить. Попробуй. Я хочу. Знаешь, да, такой анекдот? Нет. Не знаю. Жена беременная отправляет мужа, то ей хочется, это хочется. Хочу, говорит, ананасы. А это время Советский Союз, там все дефицит. Я тебе ананас возьму. Ну, ананасы хочу, говорит. Сходил где-то, поискал, там принес ананасов. Хочу, говорит, апельсина, блин. Дура, что ли, где я тебе апельсина возьму? Ну, хочу апельсинов. Пошел, там самых дорогих в ресторанах апельсинов нашел, взял. Принес. Говорит, почисти. Сама чисти. Ну, почисти, пожалуйста. Раз муж чистит, отломи дольку. Отломил. Попробуй. Так попробовал. Ну как? Апельсин как апельсин. А так попробовал. Не хочу. А что ты вообще хочешь-то, блин? Так, в шутку взяла. Говна хочу! Муж тут рассердился, пошел, газетку постелил. Натужился. Принес. Ешь! Попробуй. Нет. Поперчи. Как раз поперчил. Посоли. Хоть посолил. Перемешай хорошенько. Он перемешал все это. Попробуй. Что, дура, что ли, бля, говно я свое жрать не буду? Ну, попробуй, пожалуйста. Раз попробовал. Корчится. Ну чё? Как? Говно как говно. Вонючий, фу, блин. Не хочу. Это называется подкаблучник, да? Ну, как бы типа того. Каблук. Каблучок. А я не такой, я не такой, я не такой. Ну все, в принципе, завтрак готов. Завтрак туриста. Он делается очень быстро. Сегодня даже быстрее, чем вчера. Без помидоров. Помидорка. Так, хлебушек у нас есть. Чаек у нас есть. В принципе, завтрак готов. Начинается новый день. И машины туда-сюда. Всем доброго утра. 21 октября. Начинается новый день. И сегодня знаменательный день. Сегодня день рождения моей супруги Валентины Васильевны. Как? Давайте все дружно поздравим ее с днем рождения. Счастья, здоровья.
моя любимая жена. Знай, я тебя люблю. Семья это главное. Да, не получилось с утра пораньше обнять, поцеловать и поздравить тебя с днем рождения. Но знай, скоро, очень скоро я вернусь. И все будет как надо. Все будет как надо. Родная, все будет как надо. Ну, а пока мы завтракаем. И буквально с минуты на минуту уже который раз выйдем на нашу любимую печору в надежде добыть перелетную северную утку, которой все нет, нет и нет. Скоро уже будет ледостав на печоре, а она все не летит. Я просто не знаю, в чем причина. Вчера видели 2 косяка гусей, один даже садился, второй пролетел. Ну, что-то пошло не так, я не знаю, что. Не теряем надежды, будем ждать до последнего. Даже если сегодня не пойдет, съездим на день рождения, завтра опять приедем. Все равно добьем. Все равно своего мы добьемся. Потому что работа у нас такая. Ну, зато ловим налима. Да. Без налима домой мы уже не приедем. Сколько там? По 3 налима каждому уже, да? А я не знаю, не считаю. Ну, первый день 3, второй день 3. Еще сегодня не проверили. Так что, налимчика мы домой принесем. И, возможно, уже сегодня на праздничном столе будет у нас приготовлен свежий налим. Это будет вкусно. Так, ну что, утрянка прошла. Можно так сказать, сегодня от нуля хоть ушли. Сань, покажи, где там добыли 3 уточки, 3 черные утки. Вот такие вот. 1, 2, 3. В принципе, что было возможность, то добыли. Так еще немножко полетала серая сверху. Близко больше ничего не летало. Выше по Печоре немного стрельба идет. Видать, там более-менее летит утка. Здесь вообще что-то перестало. Приступаем к проверке продольника. Замерзла? Ох ты, собака серая. Замерзла. Надо было оставить раздетым. Замочи в воду, замочи в воду. Замочи в воду. Мочи. Вряд ли. Минус. Ладно, пока выключаемся. Поехали. Так, здесь у нас этот продольник пока еще ничегошеньки не ловил. Мальков что-то маловато у нас. Хватит, наверное, продольника. Натяжки нету. Пустой продольник. На этот продольник надежда есть, потому что вчера здесь было 2 налима. Один попался, второй сорвался. И до этого как-то еще он ловил. О, сегодня тоже что-то запутано все. Как-то почему-то... Ай-яй-яй, ай-яй. Как-то почему-то кто-то здесь был. Да, ну уплыл походу. А, он поднимал. На первом крючке что-то было. Второй крючок тоже пустой. Третий пустой. Рыба была, но рыба ушла походу. Или что? А, нет, это дохлый налимяка там. Этот не мог так поднять. Нет, что-то было и ушло. Ну ладно, значит был не наш. Так, вот наши продольнички. Быстрая проверка.
без особой задержки времени, потому что времени у нас совсем нет, вернее нет его совсем. Просто дергает, не дергает, и заодно, чтобы главное груза не засыпало. Вот тут тоже что-то в песок оно вошло, видишь, или что это, не налим ли, что-то натяжка неясная, или что это, непонятно. Не, никто не дергает. В ту сторону кидай. Задерживаться не будем, живцы есть тут. Подожди. Распутаю. Я, наверное, не буду кидать. Джунар is good is. Некогда. Ай. Времени в обрез, немного потеряли времени. Зато у нас вон утиного братства немножко прибыло. 8, сколько? 9, да? 9 штучек. Так. Чисто проверим, дергает, не дергает. Завтра приедем, наверное, снимать их будем тоже. Налима половили их, то хорошо. Вон, покажи. Вон, ведро налимов. 6 штук, да? 7? 6. Отлично. Зимой не каждый раз, блин, столько поймаешь, блин. Второй пошел. Эти два-то не засыпают, вот те засыпают. С камнем каким-то. Так. Тоже натяжка. Наташка. Или что это? Да это длинный проблем. Блин, кажется, снизу, что ли. А, он этот не тащит, что ли? Что там, блин? Налимчик, ну. Сюда. Яйц. Нет, налимчик. Этого берем. Я говорю, вроде что-то тащило, блин. Запутай еще, друг наш сердечный, все. Да, убить-то ладно. Убить-то недолго. Тихо, успокойся, ты горячий финский парень. Запутал все. Так, все, друзья, вот такой еще налимчик. Выключаемся. Сейчас мы будем его усыплять потихоньку. Ну, делайте ставки, господа. Третий продольник. Потеряшка наша. На новом месте мы его переставили немного ближе, немного к берегу. Да, и, кстати, его не засыпало сейчас вообще. Нормально, да? А, груз-то поменяли мы. Да. Там же кирпичи были странные эти. Зато, видимо, продольник сам засыпал, что ли. Не-не. Нормально все. И мальки живые. Все четко, да? Все четко, да, только непонятно там. Все. Там тоже все четко, пусто. Хода нету налима. Неужели бы он вот этих живых мальков не взял? И там и гальян еще есть, и налимчик. Ну, кидай ближе к берегу. Так, Он третий. сказал уже. Третий пошел. Уже заброс пошел, да? Это четвертый? А, нормально. Все, еще один продольник. Вон он рядом. Вижу. С 10-го подхода перебор даже получился. Но. Течение мощное здесь. Пинцет. Тампон. Конечно, веревочка коротенькая вообще. А, ближе к берегу закинем, да и все. Что это там? Налим, что ли, лежит? Или засыпало все? Походу засыпало, но засыпает. И пустые крючки насадить хоть надо. Все крючки пустые. Все. Налим, что ли, там? Что-то похоже на налима, но... Да? Да. Большой? Ну, вес чувствуется внизу. Вон, нормальный. Давай, сачок, расправляй сачок.
Вот так вот. Не зря. Не зря. Делайте ставки, господа. Не зря, друзья. О, и за край губы, да? Не проверили, он бы ушел. По любасу ушел бы он, сорвался. Скорее всего. Бабахни его чем-нибудь. Да, это... Вот так вот, дай-ка. Обычно это делается так. Закройте глаза. Сонная таблетка, димедрол. Вот Янцекаден. Что не... О, еще один тут. Это оставляем для живца. А вот этого не проглотил. Но не тот размер, потому что не трофейный. Трофейный бы проглотил. Блин. Видишь, как хорошо. до этого тут не ловили, да, на этом участке. А переставили ближе к берегу вчера? Сейчас, наверное, еще ближе надо, туда. Все, поднялся сильный ветер, невозможно ничего, едем домой. Сразу лед становится, вон, брызги замерзают. Кайф! Труба, поднялся сильный ветер, вообще невозможно. Оставляем все, едем домой. Потому что ветер очень быстро усиливается и усиливается. Скоро праздничный стол. Там нас ждут. И скоро мы там будем. Вот, друзья, мы причаливаем к нашему родному берегу. Заканчивается очередное путешествие. На этот раз оно было коротким. Всего одна ночевка, да? Две? Две, да, 2 ночи. Нифига, время быстро пролетело, я даже не понял. Рулевой моторист весь во льду. Напрочь во льду. Вода прибыла, полегче стало доехать. О. Все, теперь бегу за машиной, разгружаемся и все. И поедем дальше. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Кунмалин. Нормально. Вон, все лодки в воде, да, получается? Просто текут. Лодки, они все на суше были, да? Все стали в воде, вода прет. Ну, неудивительно, столько дождей было. Все, теперь за машиной и все, выгружаемся. И на сегодня хватит. Как мы видим, температура за бортом минус 2 градуса. Ну и самое приятное — подведение итогов. Что, Санек, раскидал уже, нет? Нет еще. Нет еще. Сейчас достанем все, раскидаем и посмотрим, что нам удалось добыть, поймать за 2 дня. Вот и подведение итогов нашей рыбалка-охоты. Вот это вот таких 8 налимов. Что-то поменьше, что-то покрупнее, 8 штук. И 9 уток. Черная утка, не знаю, как она по-русски, панами. Синьга, не синьга. Таня говорит, что это синьга. Я говорю, это еще дудка, черная утка. Ключик. Вот. Ну а теперь вот ложу ключик куче налимов, который попадет Сане. Саня, отворачивайся. Кому это куча налимов? Все, это куча налимов Саньку. Вот это. Так, а уток у нас тоже 9 штук. Да пофиг, 2-4 хватит. Да? Да. Ну ладно. Потом в следующий раз 4 будет, да и все. Ну, на утку больше. Как-то вот так, друзья. Надолго не прощаемся. Едем за праздничный стол. Поздравлять Валентину Васильевну с днем рождения. Поздравим, посидим, отметим. Ну и завтра с утра пораньше опять выезжаем. Все-таки утка начала перелет. Немножко уток надо пострелять. И закрывать сезон рыбалки на налима по открытой воде. Потому что уже минус 2 градуса. Реально уже очень холодно. Сейчас мне стали проверять эти 5 продольников. Во-первых, время. А во-вторых, поднялась сильная волна. Южный ветер по течению. И просто... В общем, не стали, потому что все равно будет сносить. Тудым-сюдым. Завтра проверим и завтра вам покажем. Так что, друзья, до завтра, до новых встреч на канале Коми Рыбак. А это уже будет завтра. Всем пока.